На протяжении 3 дней колоссальную работу проделали не только члены избирательных комиссий, но и общественники. На базе Общественной палаты Коми был открыт центр наблюдения, который работал круглосуточно. В режиме онлайн на большой видеопанели наблюдатели из Сыктывкарца следили за процессом на избирательных участках. Именно там сейчас моя коллега Наталья Юрина. Наталья, добрый вечер. Были ли зафиксированы нарушения на выборах депутатов в Государственную Думу России? Добрый вечер, Анна. До закрытия избирательных участков осталось несколько секунд. Тем временем работа в Общественной палате Коми не утихает. Сигналов о нарушениях сюда не поступало. Наблюдатели регулярно отчитываются об обстановке на участках. Общественники параллельно мониторят ситуацию из центра. В этом году за ходом голосования наблюдатели следят как на площадках, так и здесь, в Общественной палате. В одном из залов работает большая видеопанель. Вы можете увидеть ее за моей спиной. Картинка транслируется с 356 камер, установленных на участках. По сравнению с прошлым годом их количество увеличили на 56. Общедоступной трансляции в сети интернет с площадок нет. Следят за процессом те, чьи имена значатся в бюллетенях, а также представители партий, уполномоченные по правам человека и общественники отрабатывают информацию по эту сторону большого экрана в Коми впервые. Как появилась идея организовать большую панель в Общественной палате, расскажет директор исполнительной дирекции Общественной палаты Коми Александра Афонина. Александра, вечер добрый. Расскажите, как отработало новшество, удалось ли какие-то нарушения преждевременно устранить? Добрый вечер. Институт независимого общественного наблюдения появился в 2018 году, и он постоянно совершенствовался. И именно Ассоциация независимый общественный мониторинг совместно с Центром избиркомом решили, что самой главной точкой, где должны оцениваться результаты голосования, где должны оцениваться действия всех участников процесса, должно быть в местах концентрации общественников. Именно это и сделано было. Мы с вами в Общественной палате. Сюда в течение этих 3 дней и на протяжении с февраля месяца приходили ведущие эксперты, общественники и простые граждане, которые неравнодушно относятся к тому, что происходит у нас в стране. Естественно, эта видеопанель для нас стала не просто новшеством, она стала для нас палочкой-выручалочкой. Почему? Потому что мы с вами можем наблюдать, что происходит здесь и сейчас, сию секунду. И помимо глаз наблюдателей есть еще глаза очень опытных экспертов, это юристы, это ведущие общественники республики, которые смотрят, что происходит. Буквально в первый же день голосования с помощью видеопанелей и наших наблюдателей удалось сделать то, для чего и существует общественный контроль, профилактика правонарушений. Одна из политических партий направила своих наблюдателей с партийной символикой, что недопустимо и является скрытой агитацией. Поэтому еще до начала открытия избирательных участков наши наблюдатели и эксперты, которые следят за всем на этой панели, оперативно отработали, позвонили во все избирательные комиссии, где такая история была выявлена, и, соответственно, партийная символика была сразу же убрана. Поэтому, когда люди пришли на избирательный участок, никаких нарушений уже не было. Эта видеопанель для нас действительно такое открытие. Более того, наши члены Общественной палаты круглосуточно находятся здесь и следят за тем, что происходит. Все думают, что ночью здесь делать нечего. На самом деле ночью начинается самое интересное. Пустеет помещение для голосования, и очень важно, чтобы туда никто не заходил. Поэтому за этим общественники и следили. Действительно, никто не мог повлиять на процедуру, когда избирательный участок был закрыт. Александра Сергеевна, спасибо большое за беседу. В этом году, по мнению экспертов и общественников, была проделана большая агитационная работа кандидатов в депутаты Госдумы и партий в интернете. Юрий Викторович, расскажите, пожалуйста, общественники отслеживали ли сигналы в социальных сетях? Какие-то, может быть, замечания были? Да, действительно, много борьбы у нас ушло в интернет, точнее в телеграм-пространство, да, телеграм-канальное. Дело в том, что там удобно, в общем-то, заниматься зачастую вещами, которые трудно контролировать с позиции закона, точнее с позиции действующего избирательного законодательства. Но у нас были истории, в общем-то, очень интересная история. Вот наша экспертная группа и рассматривала ситуацию в Ухте, когда была там, значит, в интернет-пространстве информация распространена о том, о скупке голосов. Классическая хайповая история, выяснили ситуацию, это чистой воды фейк.
Вот. Еще раз повторю, что фейки тяжело в интернете, очень неплохо, хорошая среда интернет для распространения фейковой информации. Вот. Но мы выяснили, это фейк, кто-то хотел просто заработать себе там, как это у нас модно говорить, хайпануть. Вот, хайпажоры есть такая категория людей. Ничего страшного не было, особых нарушений не было. Была история у нас, в общем-то, вчера один из представителей партии нам указал якобы, что на нескольких избирательных участках с камер не видно сейфы, да, вот, где хранится вся документация, бюллетени. Мы специально отрабатывали мы эту историю, да, то есть тоже в интернете тоже была информация. Мы отработали, специально показали, благодаря, кстати, вот этому экрану, благодаря возможности посмотреть, мы показали, что сейфы присутствуют, что они опечатываются. В общем-то, я хочу сказать, что действительно в интернет-пространстве еще будет, и в дальнейшем, видимо, будет все больше и больше разворачиваться именно основных политических баталий на выборных кампаниях. Юрий Викторович, спасибо. В этом году в режиме онлайн в эти дни также работает Общественная палата Коми, отчеты с места голосования. Информацию о том или ином обращении, а также заседание штаба можно увидеть на страницах палаты в социальных сетях. Андрей Вячеславович, вечер добрый. Добрый вечер. Как дела в Общественной палате, в штабе, что сделано, что предстоит сделать? Да, действительно, более 6 месяцев назад начал свою работу штаб независимого общественного наблюдения. За это время мы мобилизовали и подготовили более 2500 независимых общественных наблюдателей. В муниципалитетах республики прошли более 30 семинаров, мы провели огромное количество круглых столов, встреч с федеральными экспертами, с членами общественных палат практически со всех уголков России. И, как показали прошедшие 3 дня, работа не прошла зря. Наши независимые общественные наблюдатели достаточно профессионально справились со всеми сложными ситуациями. Но при этом хочу подчеркнуть, что работа еще не закончена, впереди ночь подсчета голосов, и наши независимые общественные наблюдатели обязательно будут находиться на своих рабочих местах. И, пользуясь случаем, я бы хотел поблагодарить всех независимых общественных наблюдателей за профессиональную работу, всех экспертов, преподавателей, которые готовили, членов Общественной палаты, которые действительно в круглосуточном режиме работали все эти дни. Ну и, конечно, я бы хотел выразить благодарность активным гражданам, всем тем, кто успел сходить на избирательные участки и проголосовал. Спасибо. Андрей Вячеславович, спасибо большое. В этом году Общественная палата на выборы депутатов в Госдуму подготовила более 2000 наблюдателей, 620 от самой палаты, 652 человека от кандидатов и 832 от партий. Сейчас слово передаю Сергею Лукичу. Сергей Лукич, как проходит взаимодействие с партиями именно во время голосования? Взаимодействие с политическими партиями и объединениями, которые занимаются на сегодняшний день и до эти предыдущие 2 дня выборами, мы начали раньше. То есть мы предложили заключить с ними соглашение, опыт у нас такой есть, и я вам скажу, что более 3 десятков и политических партий, и объединений подписали с нами соглашение. Основная задача в этих соглашениях, которая ставилась перед Общественной палатой, это обучить квалифицированных людей, как и что они должны делать на избирательных участках, именно в эти 3 дня. Ну и надо сказать, что абсолютное большинство партий политических и объединений с нами соглашения такие подписали. Я считаю, что это пошло на пользу. Но Центр общественного наблюдения, который организовали именно здесь, с технической точки зрения, я считаю, в палате это правомерно. Хотя бы смотрите, мы все 3 дня работали в этом ЦОНе, и бригадиры, то есть старшие над наблюдателями, да, сразу сказали, что это очень здорово. Извините меня, старший, как наблюдают в том или ином участке, может перебежать с этого участка, но, извините, расстояние у нас в Республике Коми достаточно большие. Здесь же, с технической точки зрения, это все позволяло в оперативном режиме онлайн, отслеживать, кто и как качественно или нет выполняет свои функции. И еще раз говорю, что абсолютное большинство наблюдателей отработало хорошо. Спасибо большое, Сергей Лукич. Ну а мы в ближайшее время наблюдателям предстоит подсчет голосов и оформление протоколов, а после долгожданный отдых. Анна, передаю слово в студию.
Наталья, спасибо. Напомним, на прямой связи со студией из Центра наблюдения была моя коллега Наталья Юрина.